Я все-таки хочу вот что сказать, что это твоя работа и твой труд. Я считаю, что может быть очень важный для всех нас, а может быть и даже не только для семьи, и может быть из него удастся в принципе сделать определенный цикл беседы с уходящим поколением, предшествующим поколением. И не обязательно должны быть наши родственники. Ну, это какой-то документ, наверное, да? Вот. Я думаю, что есть, кроме Аполлона Викторовича Шухта, масса людей, с которыми... Ну, а ты-то почему такое ударение делаешь? Тебе бы поговорить стоило. И я думаю, что такой портрет человека, в общем-то, не заинтересованного. Вот мне кажется, что вот те мемуары, которые читают, те оценки прошлого, которые есть, они уж очень односторонние какие-то участники событий. Мы на этой стороне, мы на той стороне. Я хотя все-таки принадлежу к каким-то определенным, можно сказать, кругам, и я понимаю, что там КГБ много неприятностей мне могло сделать, не сделало, но кое-что делало. Тем не менее, я не считаю, что советская власть – это лучшее, что могло быть. Я считаю, что вообще коммунистическая партия – это партия, погубившая идею социализма, что вина большевиков в том, что они разрушили социализм, достижения человеческой мысли. Ну, почему скандинавский социализм, ну, как-то вот так сказать. Ну, тем не менее, дискредитировали. КПСС сделал все, чтобы дискредитировать социализм и оскопить его. То есть я считаю, что 1968 год – это был последний, что называется, оскопление. То есть в 1956 году начали, так сказать, обрезание производить, возможности урезания развития, а 1968 год – это было последняя хирургическая операция, которая решила социализм, в смысле в СССР, жизненные силы. Решила возможности роста. А что было в здесь были 1968 год это Чехословакия. Чехословакия, да. Понятно. Были люди, которые внутри коммунистического мышления, мировоззрения хотели развивать, и такая возможность еще существовала, ну, на мой взгляд. Ради чего столько людей погибало. Причем, более того, социализм все-таки предполагает определенную организованную жизнь общества с возможностью объективного научного планирования. Значит, это было дело тогда, когда никаких средств для такого планирования не существовало. А к моменту, когда они возникли, все эти счетно-вычислительные машины, которые готовы перерабатывать огромное количество информации, значит, исследовать всевозможные связи между явлениями, которые трудно просто так выявить. И в этот момент как раз, когда создан аппарат для научного построения, грамотного регулирования жизни общества, все это рушится, и нас возвращают к игре стихии, где прав сильный. Ну, в общем, погубили большевики социализм, это мое точное утверждение, а я себя считаю принадлежащим к тем людям, которые вот эту социалистическую идею как-то хотели развивать и продолжать. И я не отношусь к тем людям, которые с насмешкой произносят фразу «социализм с человеческим лицом». Расхожее выражение людей, которые глумятся над мечтой человечества, вообще говоря. Древней мечтой человечества. Ну ладно, бог с ним, мы на чем остановились, на том, что Игнась умер, на том, что в принципе я хочу, чтобы ты сама делала материал, как ты хочешь, но ряд тем, которые затронуты, можно даже, может быть, если хочешь, я вот мне бы хотелось в этом участвовать, что кое-что все-таки исключить из того, что ты когда-нибудь сделаешь общедоступным. А мне бы хотелось, чтобы материал был общедоступным. Все. Принимается. Ну, понимаю. Вот. Ну, что же, значит, мы перескочили. Новый год ты встретил, 62-й, без лампочки. А потом дальше, если я пытаюсь кому-то позвонить, узнать о том, где кто, и выясняется, что уже есть люди, которые сидят в тюрьме, в лагере, и выясняется целая, страшная, драматичная история, затрагивающая Синчагова,
Голландского, это мои друзья по Маяковке, и Вишнякова того же самого. Ну, в общем, ряд людей в тюрьме. А в тюрьме не потому, что я абсолютно точно уверен, что ситуация была определенным образом спровоцирована КГБшниками, провокация, у которых просто был основной метод работы. Но в самом деле была подкинута идея, как ни странно, да, и нашедшая отклик в сердцах революционеров, убить Хрущева. И хотя это кажется полным бредом, но тем не менее это было так. И что бы там ни говорили люди спустя много лет, именно эта идея обсуждалась. И у нее были противники, и сторонники, и были люди, которые хотели остановить этот безумный шаг и все мероприятия, связанные с этим. Подожди, а при чем тут поэт? То есть вот... А потому что это был общий круг, и поэты, и революционеры. Я всегда говорил, что революционеры будировали поэтов, считая, что это тот паровоз, который вывезет вагоны полные поддержки. А почему именно Хрущева? Ну, то есть... А потому что это было олицетворение власти. Олицетворение власти. Как же убивают всегда. Не важно, что Александр II хороший человек и много чего сделал, и Конституцию собирается принять. А вот надо с властью покончить. Я думаю, что это была подкинута идея извне. Более того, это, утверждаю, что не просто подкинутая извне, это она была подкинута извне не американцами какими-нибудь, а именно КГБшниками. Но тем не менее, эта тема обсуждалась, и это факт. И Синчагов был тем человеком, который хотел остановить такое развитие событий. И по этому поводу он пошел, посоветовавшись со Щукиным, своим школьным приятелем, пошел не куда-нибудь, не он пошел к учителю своему, который в школе преподавал, а этот учитель был из тех, кто вернулся в Москву из лагерей, потом стал работать в школе. И он как-то влиял на учеников, я об этом уже тоже говорил. И он пошел с ним посоветоваться, как поступить. Он не хотел брать на себя полный груз ответственности по принятию важного решения, где борется представление о том, что хорошо, что плохо, чисто человечески. А представление о том, что вмешивать государство, это означает определенным образом точно знать, по сути, что ты судьбу человека, о котором будешь говорить по неволе, обязан будешь говорить, если хочешь рассказать о том, что такие действия надо предупредить. Это означает для него тюрьму, лагерь и так далее. И в результате беседы с этим учителем, я не был свидетелем всех этих событий, слава богу, не знаю, как я бы себя повел в этой ситуации, где бы я оказался и как бы я действовал. Я тоже, конечно, должен был бы останавливать. Как бы это делал, я не знаю. Но шаг Синчагова был воспринят всеми как преступное предательство. Тем более, что... Ну, подожди, он с учителем, а что? А дальше? Ну, дальше, естественно, посоветовался, тот его, как человек осторожный, я тебе так скажу, как я на месте учителя, который прошел лагеря, воспринял бы все это. Я воспринял это как провокацию, в первую очередь. Это боязнь провокации, это жуткая боязнь провокации. Я тебе скажу простую вещь о том, для чего докатилось наше общество. Вот такое обычное повседневное общество. Вот я работаю в институте Гипробудпром. У меня со мной вместе в одном секторе, может быть, кстати, либо под моим началом, либо под началом, может быть, в другом секторе, немножко рангом пониже. Имеется человек, Боря Брыков, много пьющий, это известно, что он выпивает довольно крепко. Но тем не менее он хочет делать спокойную карьеру в этой стране. Это связано с вступлением в партию. В проектных институтах поступать в партию труднее, чем, допустим, на заводе. Есть определенный лимит, сколько человек можно принять. И вот его пропускают, он что-то такое делает. А что дальше возникает? А дальше возникает какая-то простенькая штучка. Ему в почтовый лагерь ящик подбрасывают
ну, письмо какое-то там, или яговистов, или еще кого-то. Такой простенький пример, да? И он приходит ко мне. И как мне быть? Я, во-первых, могу воспринять как провокацию по отношению к себе с его стороны. Во-вторых, как провокацию по отношению к нему со стороны тех, кто проверяет, достоин ли он быть членом партии. Я ему даю очень простой совет: пойди в отдел кадров. Я думаю, что учитель вынужден был поступить таким образом. Это мог поступать, спасая себя от возможной провокации своего ученика наукскими органами. Допускаю, что это была первая мысль, которая пришла ему в голову. Может быть, я ошибаюсь. Я сторонний человек, я ловлю эхо, понимаешь? Эхо событий. Прямым участником я их не был. Ну, кстати, Синчагов оказался в органах и, так сказать, все рассказал. Были проведены соответствующие аресты, следственные действия, тюрьма, суды всякие. Но он сам оказался за решеткой? Нет, сам за решеткой не оказался. Он был исключен из комсомола, но оставлен в Плехановском институте. В общем, странная ситуация. Ну как, ну, но обычно в Нижнем исключение из комсомола означало и... Нет, но тут ситуация такая. Значит, органы распоряжались, на самом деле, как с ним поступить. Они посоветовали из комсомола исключить, в институте оставить. Ученик способный, думающий, он свой. Он уже доказал, что он свой. Я тебе говорю, что он доработался до того, что стал министром. Одним из последних министров последнего правительства СССР. То есть немножко побольше, чем Россия. Дальше, конечно, вот я начинаю с кем-то контактить. Ко мне приезжает Толя Щукин, он рассказывает какую-то свою, свою версию событий. Вишняков к этому времени женат. И нет, не женат. Или женат, не могу вспомнить сразу. Ну, в общем, он не в тюрьме. Нет, он не в тюрьме. Ну, более того, если так говорить откровенно, я считаю, что он был один из тех, кто сотрудничал с соответствующими органами. А более того, он как-то, видимо, предполагал, что моя роль близкая к его роли. И ряд его высказываний, даже в его интервью Миле Поляковской, он ему как-то все время хочется об этом рассказать кому-нибудь. Он постоянно рассыпаны намеки на это. Я очень хорошо помню, как мы с ним ехали в метро, и он как-то, обсуждаем судьбы людей, может быть, даже вот эти аресты. Мне не хочется, мой рассказ это не история в хронологическом порядке, это скорее история событий, не связанная с точным следованием, что зачем, а события как явление, как сгусток определенных качеств. Души, явления. Он мне говорит: ты знаешь, мы с тобой сидеть не будем, вдруг говорит он мне. Вот что-то связанное вот такое. И как-то смотрит на меня очень внимательно. Я не знаю, сумел ли я скрыть свое возникающее сразу же мысль и отношение к сказанному. Я не знаю, сумел ли, потому что у меня морда очень выразительная, Наташа массу вещей угадывает, просто посмотрев на меня. Вот. А почему? Что такая задача скрыть? Ну, что значит? Нет, в данном случае я не хотел бы, чтобы он понял, что я воспринимал слова как откровение, да. И как то, что он мне намекает на том, что и ты такой же, как и я. Я это воспринял только так. И это для меня было, так скажем, откровением, на которое надо скрыть свою реакцию. Ну, не важно. А подожди, это ведь было уже после этого опыта, да, с твоим... Я говорю уже, понимаешь, в разбивку. В данном случае это тот самый случай, когда можно отрицать существование времени, а есть... Я пытаюсь обрисовывать явления. Вот, раз мы говорим о том, что возможно предвидение и что-то уже случилось, и то, что случится, уже существует. Вот мой рассказ можешь воспринимать как... Я пытаюсь обрисовать явление, которое в своих проявлениях было в одном периоде, а так показывал, в другом случае оно высветилось другим. И эти
соприкосновения мои с явлением происходили, может быть, в разных точках времени, но явление от этого то же самое. Вишняков, например. В этом смысле мне очень нравится артист Петренко. Мне кажется, очень высоконравственный человек. Он как-то, такая мысль промелькнула в его высказывании, что масса людей, если бы они задумались над тем, что их жизнь – это некая цельность. Я родился, я умру, а может быть, буду жить и дальше, но в этом промежутке на земле – это цельность Петренко. Если все время знать, что я вот всегда Петренко от рождения до смерти, то многие поступки либо не возникали, либо не происходили, либо как-то даже если они происходили, само отношение совершающего поступок было бы другим. Я считаю, что если эта мысль вошла бы в сознание многих людей, она изменила бы именно мир. Если бы это сделать массовым таким, внедрить в сознание людей. Такое понимание себя. Что, значит, мы где-то скачем. Короче говоря, такой переходный период моего появления в Москве – это узнавание о том, что здесь происходило бурное развитие всяких событий, свершений, посадки, допросы. То есть многие люди… Да, многие как-то пострадали, не все сели, некоторые просто исключены откуда-то-нибудь, другие так замерли. Абсолютно другая ситуация в Москве. Конец оттепели или… Это уже было не оттепель, это было позже. Оттепель раньше закончилась. Нет, это ты все равно, это у меня… Вот пришел 62-й год. Да, здесь надо сказать, что… Ты вышел из темной комнаты, стал звонить и узнал. Чтобы ты себе представляла ситуацию, вот накануне 61-го года, там же происходят такие события. Мы находимся на Печоре, да, в каком-то буровом отряде. В это время происходит взрыв атомной водородной бомбы, там где-то болтается, да, на Новой Земле. Мы узнаем об этом. Какие-то съезды в этот же период происходят. В общем, что-то такое происходило вообще вот в политике. Здесь возникает проблема Сталина выносить, не выносить, попытка восстановить имя Сталина в обиходе, в сознании масс, изменить представление. А в чьих умах это возникает? Это у власти все это чувствуется. Там в этот период были как раз определенные усилия предприняты хорошими людьми, я считаю, которые предотвратили Жуков? Желание. Нет, это не Жуков. Это где-то… Жуков уже был отстранен Хрущевым, по-моему, к этому моменту. Нет, это было в верхах. Конечно, самым главным сталинистом оставался Суслов, о чем там говорить. Если ты так помнишь, что в 1964 году уже не стало Никита Сергеевич Хрущев. Да. Свергли его родственники и родные, и близкие. И люди, которых он сделал сам, и считал, что они ему многим обязаны, и потому против него не попрут. А дальше начинается у меня как-то вживаться в жизнь. И понятно. Ты в очередном академ-отпуске или вот ты уже не… Нет, я уже ушел. Я уже ушел из физтеха, я уже подал заявление, именно когда уезжал в экспедицию. Нет, я уже ищу какого-то другого варианта жизни. Почему тебя в армию-то не призвали, если… А в армию это особый тоже вариант. В принципе, об этом как-то Наташа знает, а вот знает ли дочка, я не уверен, что знает ли. Я об этом тоже не рассказывал дочери. То есть я уже там связаны с Маяковкой, и у меня определенные какие-то… Меня куда-то ведет судьба, и не столько я управляю. Судьба играет на… Нет, я не человек, сидящий за рулем в лодке, а я в лодке, куда-то лодка сама плывет.
И приплывает она к тому, что да, я призывник, меня надо забирать. Меня надо забирать. И Юра Голансков, ну, это заметная фигура вообще в истории. Это фамилия, которая известна, так будем говорить. Это поэт, революционер. Больше, наверное, революционер, чем поэт. Но хороший поэт, у него такие строчки. Не откажу себе в удовольствии прочитать. Кстати, любимое стихотворение, которое хорошо читал Вишняков. Какие там есть строчки? Хорошо бы пуговицы к телу черной ниткой намертво пришить, чтоб толпа глядела, обалдела на игру бунтующей души. Крепко ведь написано, да? Как бы не относиться к смыслу этого. Ну, вот этот самый Голансков со мной обсуждает такую проблему. Ну, как вообще, говорит, армия-то приближается. Вот какие-то вот люди вокруг меня что-то думали даже больше обо мне, что я буду делать с армией. И говорится мне буквально следующее, что вот вообще существует вариант такой закосить. Именно словечко это? Нет, слова такие-то ранее существовали. Нет. Ага, понятно. Вот тогда эти слова не говорились. Говорится более правильно в том, что есть возможность не попасть в армию, симулируя психическое заболевание. Митрофанов что-то вспомнил. Вот. Ты знаешь, в общем, эта мысль как-то запала в голову. Но я сожалею о последующих событиях, хотя активным участником их я все-таки себя не чувствую, абсолютно не чувствую. Значит, приходит мне повестка в военкомат. У меня где-то в голове есть идея, что есть вариант уйти из армии, как-то проявив особенности какие-то специфические психики. Но, тем не менее, я прохожу врача за врачом и не пытаюсь что-то такое говорить, предпринимать. И так далее. Дальше дохожу до невропатолога. Что она так дежурно меня смотрит, потом кто-то к ней подходит. А это после вот экспедиции? Это 62-й? Это в период 61-го года. 61-й? Угу. Да, это в период 61-го года или 62-го, или 62-го, сейчас соображу. Ну, в общем, если нет, наверное, 61-й год. Наверное, все-таки 61-й год. Это 61-й год, да. Это 61-й год, это я уже решил уйти из института. Это точно определенно. В связи с этим возникает как раз весенняя повестка, весенний призыв. Точно, абсолютно. И меня вызывают в военкомат. На медкомиссию, вот так ты проходишь. Да, на военкомате медкомиссия. То есть я вошел к невропатологу, она дежурные какие-то действия делает, там стучит по одному месту, по другому. Пальцы сюда, пальцы сюда. И к ней кто-то подходит. Она как-то после этого на меня по-другому немножко смотрит. И говорит, что вам необходимо пройти еще исследование психики. Мы посылаем вас к психиатру. А экспертиза психическая, она не может быть проведена в таких условиях, ну, так скажем, амбулаторно. То есть пришел, вышел, зашел. Это обязательно находиться надо в стационаре. И таким образом я отправляюсь в Ганушкино. Я не возражаю, короче говоря. Вот я не предпринял ни одного действия в военкомате, чтобы меня направили на экспертизу. Ну а что, я убежден, ты представлял собой достойный суд? Мое личное убеждение состоит в том, что у КГБ в то время много было сотрудников, многим чем можно было заниматься, позволить себе. Они определенных людей вели по жизни. И мне было предписано быть сумасшедшим. Ими, понимаешь, а не я этого хотел. Это я потом нашел подтверждение в Ганушкино. И с ним же я оказываюсь в Ганушкино. Тут есть опять-таки вариант, как себя ввести в этой больнице.
С одной стороны, это неоценимый опыт посмотреть изнутри на этот мир. Надо сказать, отвратительный. Хотя Ганушкина одна из лучших больниц по отношению к болеющим и не болеющим. Тогда много было не болеющих в Тихушке. В течение 5 или 6 дней я там находился. Кстати, написал пару стихотворений. Ну, делать-то нечего. И когда идет медкомиссия, среди врачей, которые там находятся, я вижу людей в белых халатах, которые не было в больнице. И они начинают задавать вопросы, связанные, знаю ли Лианозовскую школу, был ли я там-то, был ли я сям-то. Ну, понятно происхождение этих людей. А что значит Лианозовская школа? Ну, это в Лианозово, как ни странно, это будущее место, где оказалась дача моей жены. В то время я не знал, что это будет такое в жизни. Там оставались бараки от тех времен, когда в Лианозово находились люди, строящие канал Москва-Волга. Там были коттеджи для инженеров, сотрудников, более-менее хорошие. И бараки, это, видимо, все-таки не для заключенных, а для каких-то мелких надзирателей. А где-то отдельно был еще и лагерь. Ну, не берусь уже раскапывать, это уже некая археология, какие дома чем были. Но вот в этих бараках жили самые разные люди. В частности, там жил художник Рабин, Оскар Рабин. Очень известный художник. Во всяком случае, он недавно приезжал в Москву, буквально был принят хорошо. Его работы висят в Третьяковке. В то время он олицетворял собой то направление живописи, которое противостояло соцреализму. Он не был абстракционистом, которых как-то особенно не любили. Но он еще был хуже, чем абстракционист, потому что он рисовал ту реальность, которая его окружала. Быт барака своего, некоторые предметы пищи, которые елись, то есть та рыба, которую из магазина принесли. Любимые его натюрморты были с всевозможной селедкой, часть из нее ржавой. Какие-то портреты, при этом вождей рядом написаны. В общем, какой-то, если назвать можно... социалистический реализм. Это антисоциалистический реализм. Ну, в общем, он был для и художников неприемлем, и для власти особенно. Хотя вполне реалист, грамотно владеющий. Но там была целая школа с ним связанная, потому что он вышел из кружка Крапивницкого, был Крапивницкий старший, хороший художник. У него был младший, у него был сын Крапивницкий, абстракционист, уже понимающий себя как абстракциониста. Ну, они зарабатывали все-таки художественным трудом, они оформляли витрины магазинов, сейчас это называется реклама. Ну, как-то подрабатывали. Некоторые подрабатывали тем, что писали Ленина массово. Они были везде востребованы, а там была набита рука, что 5 минут и Ленин готов. Ну, по трафарету можно. Вот, но нет, не так, чтобы он прикладывать. Нет, рукой. Понимаю. Рука набита. И он устроил себе выставки. То есть я был знаком с Рабиным. Тут был период, когда у меня выставка происходила там в доме, в квартире, картин. И что, ты в этом признался, и тебя зачислили в сумасшедшие? Нет, дело не в этом. Я почувствовал, что кто здесь находится. Я просто убежден, что меня отправили по этой линии, спустили. Ну вот, можно считать, что это и пожалели. Вот все как-то говорят, что советская власть, она вот принудительную психиатрию придумала то, чтобы понуждать людей. Нечестная такая постановка вопроса, потому что если посмотреть, почитать литературу 20-х годов, был вариант, когда масса людей спасалась тем, что их признавали сумасшедшими, и знакомые врачи уводили их от расправы таким образом. Хармс был сумасшедшим, не был сумасшедшим. Я думаю, что в ряде случаев он спасался, потому что он
был сумасшедшим. Просто когда наступила война, то тут уже было не до сохранения статуса сумасшедшего как неприкосновенного. Вот. А потом уже, конечно, стали использовать тем, что появились более сильные средства воздействия, можно было изменить психику, можно было наказать лечением, более того, можно было сделать лечение бессрочным. В этом смысле вот этот человек, который покушался на Брежнева, действительно было так, покушался на Брежнева, стрелял, попал в машину космонавтов, потому что машины по ходу следования перестроились. Его же объявили сумасшедшим, хотя это был спланированный поступок. Он понимал, что только в одиночку можно совершить преступление, то есть никто не знал, он действовал без всякой организации. Он верно считал, что любая организация – это путь в КГБ. Но его уже отправили в сумасшедший дом, и это означало бессрочное, нету срока, до излечения. А излечение называлось полное уничтожение личности. И там можно так наколоть, что когда тебя отпустят, никто тебя вообще не узнает. Не то, что внешне ты будешь другим, потому что ты будешь другим. По сути. Так что, в принципе, мне надо было, на самом деле, может быть, пройти путь армии. Я так думаю, тем более, что я все-таки потомственным военным себя считаю. И в детстве хотел поступить в Суворовское училище. Ну так не получилось, меня не пустили в Суворовское училище.